Вспомним, кто жил в бессонных трудах, в бессменных походах. Вспомним наших любимых и родных людей 41-го года. Внимание! Говорит Москва. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска не напали на нашу. А что, если войны не будет? Жизнь будет лучше. Жизнь будет веселей. Эх, жить будем, гулять будем! Я не буду убит под Ржевом. Мой сын вернется из пионерского лагеря. Он будет жить. Я не умру в блокаду. Войны не будет! Войны не будет! Но не будет и победы? Что это? Что это? Что это? Это наше будущее. Оно уходит от нас. Нашим будущим должна была стать война. Ее язык я понимал. Будущее будет всегда. Даже для нас, мертвых. Почему мертвых? Войны ведь не было. Что это? Мне кажется порой, что солдат. Этой песни уже не будет никогда. Я думаю, мы знаем только то будущее той жизни, которую мы должны были прожить. Но теперь нас ждет другое будущее. Как странно это звучит. Другое будущее. Словно чужое будущее. Что это? Первым делом самолеты. Наше будущее уходит от нас в никуда. Ребята, очнитесь! Почему чужое? Нам, понимаете, нам дан шанс не умереть. Нам дан шанс жить, понимаете, жить. Сейчас они есть, а нас нет. Но среди них могли бы быть наши дети и внуки. И в их генах не будет этой проклятой войны. Кому нужна эта война? Кому нужна наша смерть? Тебе нужна твоя смерть? Тебе нужна? Кому нужна моя смерть? Будут другие песни. Будут хорошие, красивые песни. Будут. Ребята, давайте представим то другое будущее. Ну хоть помечтать-то вы можете? Я не буду убит под Ржевом. Мой сын вернется из пионерского лагеря. Он будет жить. Я не умру в блокаду. Мой самолет не будет подбит немецкой зениткой. Ну вот. Ну, дальше. Ты не будешь убить под Ржевом. Дальше. Твой сын вернется. Он будет жить. Дальше. Он будет жить. Да, он будет жить. Ну, дальше. И я буду жить рядом.
Ну а дальше? На безымянной высоте. Мы для них вечно живые. Не для всех. Смешно. Если мы умрем, то будем вечно живыми. А если не умрем, будем просто живыми. То мы для них умрем навечно? Ночь коротка. Ночь коротка, жизнь коротка. Красиво. Что? Красивая, говорю, песня. Красиво. Ты мечтал о будущем? Мы все мечтали о том, каким оно будет, будущее. А многие из вас увидели это будущее. Мы все мечтали о том, каким оно будет будущее после победы. Это не страшно идти в бой, когда не знаешь, будешь ли ты убит или нет. А вот, когда знаешь, что будешь убит, нет. По крайней мере, до Ржева я смогу уничтожить много фашистов. Он сейчас спит. Хоть бы одним глазком еще раз посмотреть на него. Я и мой самолет сгорим вместе, одной болью. Я буду бороться со смертью. Я буду отдавать ей свою жизнь по кусочкам. По крохотным кусочкам. Крохотным, как пайка хлеба. Не дано нам судьбы иной. Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают эту взятую с боем суровую правду солдат. И твои костыли, и смертельная рана сквозная, и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат. Это наша судьба. Это с ней мы ругались и пели, поднимались в атаку и рвали над Бугом мосты. Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты. В 2000-х в дебрях большого музейного здания вы детям о нашем столетии рассказывать станете. О мире, расколотом надвое, сытом и нищем. Об очень серьезном молчании столбов пограничных, о наших привычках, о наших ошибках, о наших руках пропыленных, ни разу покоя не знавших. О том, что мы жили непросто и долг свой исполнили. Послушайте, все ли вы вспомните, так ли вы вспомните? Ведь если сегодняшний день вам увидеть охота, поймете, что значит 4 взорвавшихся года, 4 зимы и 4 задымленных лета, где жмых вместо хлеба, белый пожар вместо света. А как это так? Закипает вода в пулемете. Поймете? А сумрачный голос по радио нами оставлен. Представите? Поймете, что значит страна круговой обороны. А как это выглядит? Тонкий листок похоронный, тяжелый, как оторопь, вечным морозом по коже. Мы разными были, а вот умирали похоже. Мы разными были, а вот умирали похоже.